Ладно, пошли бурить. Вот такая вот красота. Как они вкусно пахнут. Какой от них аромат, а. Стандартный, как на подбор. На золотую цепочку, да, Ром? Да. На нижнюю или на верхнюю? На мормышку или на цепочку попал? На мормышку. Блин, Рома бурит, я смотрю, у меня удочка аж, блин, чуть ли в лунг уже не идет, блин. Я думаю, не добегу, Рома рядом. Вот еще один. Красавец, да? Ну да. Хорошенький. Охренеть, хлыстик, я думал, сам хлыстик видел, да, как загибало? Но. Я думал, сейчас хлыстик переломает, блин. Хорошо закрепил, хорошо, так бы утащил, наверное, да? Может быть. Тоже нормально, хорошо закрепи. Видишь, ты начал буриться, его шуганул оттуда, походу. Я говорю, надо шевелить, расшевеливать это болото, блин, спящее болото. Они спят еще, от зимней спячки, походу, не отошли. Рома начал буриться, и сразу последовала поклевка. Он, видать, шуганул оттуда их, блин, сюда. Получается, они больше 5 метров не видят, что ли? Сейчас так, что попробуем по новым лункам пройтись еще ближе к берегу. Хорошо закрепи. У меня аж чуть сердце пятки не ушло, когда я смотрю, у меня хлыстик загибается, блин, со всей дури. Ну-ка, пойдем глянем. Пойдем глянем этого красавца. Вот и новый хлыстик с новой мормышкой сработали. Первая рыба на эту удочку с красным кивком. Он, конечно, блин, самый крупный на сегодня. Вон какой он. Дури-то до хрена. Он вот так вот аж, вот так вот был, загибал. Со всей дури, блин. Хороший хлыстик, не сломался. И удочка выдержала, молодцом. Энскадан. Давайте еще. Золотая цепочка сработала. Так. Сейчас пойдем. Пройдемся по свеженьким лункам. То, что Ромка насверлил. Одного, по крайней мере. О, Рома! Бери! Второй такой же. Янцекадан. Стоит и смотрит еще. Ты что, думал, привисала? Нет, я не понимал, куда я и что брать. Не увидел. Что, опять на мормышку, да? Да. О, второй уже. Так что не зря буранулись. Расшевелили. Вот так вот иногда с одной ходишь, а вот эти вставные нет-нет да срабатывают. Так что, когда тепло, хуже не будет, если выставишь больше удочек. И мы, наверное, здесь и пообедаем, да? Перекусим что-нибудь. На стоячку, главное, беру, да? Угу. Хотя я только пошевелил, грубо говоря. Ну, да и поставь тогда. Выставь те удочки, которые есть тогда. Крепче, глубже сунь. У них дури до хрена. Утащат удочку. Ну-ка. Вот это уже интереснее становится. Хотя сначала тоже тухловато было, да, все? Да. Одного поймали и все. Видишь, оттуда шуганули. Так может он там есть? Давай проверим свеженькие лунки ближе к берегу, к тому. О, вода сразу поперла с лунок. Хорошие хлыстики, гибкие. Аж загибаются, аж
до лунки, но не ломаются. А вот эти дубовые у меня 100-летние удочки, они как палка деревянная. Все. Тишина. Раз, два, три, четыре, пять. 5 молодцов. А, сейчас вот здесь вот. Здесь, наверное, мы вытащим. Плавный спуск. Все. И потом плавное шевеление. Кто-то из умников в комментариях написал там, не помню под каким роликом. Чё, говорит, ты постоянно теребишь? Ну, пытаются учить, так сказать. Меня учить не надо. Кто ловит по-своему, каждый ловит по-своему. Я ловлю, у меня своя техника. И без рыбы еще не оставался. Я вот обычно кидаю, плавный спуск. Ищу дно, от дна поднял и плавное покачивание. Раз 5 качнул, 6-7. Опять плавный подъем, опять плавный спуск. Иногда вот покачивая так. Если хариус есть, и он, если хочет есть, он бьет сразу. При первом же опускании он обычно мормышка дна уже не находит. Сразу он бьет. Иногда вот срабатывают такие стоячие. Когда как. Если рыба есть, она ловится. Если ее нет, то хоть как тряси. Все. Опять затихло все. Так хорошо все начиналось, и опять все затихло. Ты хороший. Хороший. Иди ко мне. Ух ты! Блин, а показалось, что такого монстра тащу, блин. Там мелко, видимо, совсем этот, Ну. льда. Ну, дядь упирался хвостом. Нормально все равно, что. Закинул еще одну удочку и достал вот такую удочку с мормышкой от Василия Чупина. Спасибо, Василий. Вон зеленый шарик с волосней. И вот клюнул. Только что прошелся с другой мормышкой. Поклевок не было. Вот мормышку поменял. И мелко здесь, очень мелко. Но, видать, хватило ему ударить. Прополз. Вот новые лунки дали результат. И достал блеснилку, окуневую блесну от Михаила Пантелей. Подарок. И сейчас после мормышки пройду с блесенкой еще. Чем черт не шутит, может быть, крупнячок увидит блесну. Без насадки, без ничего, попробую, как с окунем поиграть. Сейчас пройду еще с мормышкой. Воткну ее также куда-нибудь. Вот они. На страже стоят. Раз, два, три, четыре. И там вот в конце 5-я удочка. Сейчас Ромка шуганет опять оттуда. От берега отойдут и должны пойти поклевки. Или проходящие, может быть, кто-то клюнет что. Пришли, одного поймали сразу, потом тишина. Потом вот поискали, побурили, и вот улов растет потихоньку. Не все сразу. Не всегда так бывает, как вчера получилось. Хорошая стайка, это редкость большая здесь на этой реке. Что, по центру бахнешь, давай, шугани.
Мормышки всякие разные, и оранжевые, и зеленые, и каких только нет. На любой вкус и цвет. Дуршлаг сделали. Изрешетили все озеро. Ой, все озеро, говорю, всю речку. Вручную бы, наверное, так не бурили, да? А когда клевало, мы раньше вручную так же бурили. Ну, да. После хорошего быстро привыкаешь. Это, конечно, когда не клевало, мы, может, там 3-4 лунки делали. А когда клевало, лунок не меньше было. Там-то зачем там? Там уже все. Вот тут вот по центру можешь делать еще одну. Так, ну чё? Ну если сейчас здесь клюнет, то я не знаю уже. Что, он вообще стоит на месте и не двигается, что ли? У нас слабенькая, но поклевочка. Кто-то тюкнул, кто-то подходил. Но здесь уже этот кто-то уже теребил мне эту мормышку в прошлый раз. Я так думаю, это просто, наверное, или мелкий хариус, или ёрш, или еще что-нибудь такое, что-то несерьезное. Хотя вот этот второй здесь тоже начинал так, еле-еле. Не хочешь, как хочешь. Ну что, Роман Геннадьевич, может, если уже выставили удочки и перекусим, пообедаем сразу? Ну да, сегодня мы не стали брать ни газовую плиту, ничего. Взяли крутого кипятка в термосе. Термос Бобер, он держит идеально. Заварим бичиков, бич-пакетиков. И с сосисочками сейчас мы перекусим. В другом термосе у нас чай. Ну а в третьей емкости у нас рыбацкий напиток. Кто-то жахнет, а кто-то посмотрит. Роману сегодня. Вон, смотри, Ром. Видишь, коми рыбак. Именная удочка. Спасибо, Миш, за такой подарок. Это тоже у него блесна. Сейчас попробую просто. Не надо царапать, блин. Начал стирать тут, блин. Это написано краской, блин. Я проверяю, наклейку нарисовали. Нет, рисунок, не наклейка. Начал тут мне, блин. Лишь бы где-то поковыряться, блин. Я сам не ловил на блесенку вот такую окуневую, но давным-давно племянник вот Валерка Варламов пару раз закинул, хариус ударил, но ушел. Крупный хариус был. Так что, если крупный хариус есть, блесна-то далеко видать. Я так думаю, почему бы нет? Если он есть, он может вполне ударить. Надо все пробовать. Все снасти, все методы, потому что, ну, навряд ли. Потому что, если что, походу, то, что здесь местный был, мы его выловили, а проходного пока нет. Ждем, когда будет проходной. Если что-то будет подниматься или сплавляться, я так думаю, поклевки мы еще увидим. Пока кушаем, перекусываем. Удочки пусть стоят. Всяко лучше, чем они будут в ящике лежать. Пусть лучше уже ловят. Кушать подано? Что, уже заварился, думаешь? Да, конечно.
Я вот еще хочу одного здесь вытащить. Не получится? Почему не получится? Поешь и получится. Там есть лунка? Тут, А? тут есть. Там есть. Так, а удочек там нету, да? Нет. А? Нет. Так, ладно. Если там есть, туда сейчас кинем. И будем кушать. На. Положи куда-нибудь. А, тут снега нет. О, здесь поглубже. Сейчас снег найдем. О, уже вкусняшкой запахло. Ловись, рыбка. Вкусная. Рыбка вкусная. Харри самая вкусная рыба, что бы кто ни говорил. Даром. Даже вкуснее, чем щука просольная, да? Ну тут смотря, что ты последнее ел. Если ты недавно ел Так. щуку, то вкуснее хариус. Если ты сейчас неделю питался хариусом, то можно, в принципе, и щуку вкуснее будет. Ёрш соленый еще вкуснее бывает. Так, что-то я не вижу. Или пусто, да, мне? Пока пусто. А где пузырек? Не стоит. Вот он. Морсик. Минеральный. Газированная питьевая вода. Сила жизни. Ой. Я что-то не слышал, чтобы она пиликала. Ну, сегодня чуть похуже, чем вчера. Но смотри, все равно потихоньку половину вчерашнего улова уже нацарапали, да? Угу. Еще столько же. Ну, сколько мы успеем еще мест? Мест 5-то как минимум еще успеем. Сейчас пообедаем, пройдемся по удочкам и будем валить. Здесь, походу, местного уже выбрали всего, что был. Заметил, да? Сколько они молчали, пошел буриться, пошли поклевки. Вчера же так же ведь, да? Было где-то в каком-то месте. Стояли, только буриться начал, сразу клюнуло, блин. Так что надо их все велить тормошить. Ну, за тормошение. Вот это кайф. С кружки пьет, не мелочится человек. Ничего, кофе, ничего. Оказывается, это кофе. Повар утверждал, что это бульон с лапшой. Купили курицу. Где? В Пятерке, Магните заказывали доставку. Магните. В Магните заказывали доставку. Приготовили обычно, как готовим курицу. Сколько живу, первый раз вижу такую курицу. Резиновая. Вообще не жуется. Хрен пойми, что за курица, откуда она такая спортивная, резиновая. Качок, наверное, был, блин. На вкус вроде бы ничего, но она, видать, своей смертью померла. Давно бичиков не ели. Иногда с охотки аж хочется. Все, приготовили? Угу. Распарилась? Пока парыши. Ты главное, что ползать не начал. Ладно, все. Перекусываем и меняем места на новые места, на рыбные места. Может быть, еще возьмет. О, клюнул, да? В общем, кушаем. Смотри, у меня долбит удочку. Подошел Хариус. О! Вот это добренький. Мы кушаем. И они решили перекусить. Красавчик. Вот так вот. А лежали бы эти удочки в корыте, хрена лысого бы мы что поймали. Так что стояк тоже работает.
Подошел, понюхал. Он ведь укололся, он ведь неплохо дергал уже, блин. И все равно он укололся, и все равно взял, получается. Значит, голодный. Значит, пофигист. Да? Красавец, толстячок. Икристые, блин. Ох, красные икры-то налопаемся, а? Вкусняшечка. Ну вот. Обеденный перерыв прошел. Славненько перекусили. Где-то, наверное, часик отдохнули. Посидели, поболтали. Поклевок больше не было. Пора, наверное, сматывать удочки и переезжать на новое место. Здесь местного хариуса, что был, поймали. Сколько, Ромка? 6, да, собрал? Наверное. 6 штук поймали мы здесь. Или 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 или 8 штук, наверное. Или 7, 6 и 7. Не знаю, ладно. Сколько есть, то есть столько есть. Все наше. Потихонечку улов растет. Половину вчерашнего улова уже поймали, это точно. И у нас еще полдня впереди. Время... Время уже 2:30. Ну, вроде бы сегодня и пораньше вышли намного. А что-то вроде ничего не пилили, ничего дороги толком не делали, а время ушло. На реке вообще время летит. Махом. Ну, обедали-то часто, наверное, точно обедали, да? Все равно время ушло. Вышло солнышко, тучки разошлись, но поднялся ветер. Хорошо, что мы в лесу и до сюда не доходит. Были бы мы на Печоре, на открытой или на озере, выдуло бы уже полностью. Все, нету. Нету, рыба кончилась в этом месте. Поедем искать в другом. А сюда как-нибудь, может быть, завтра нет, а послезавтра, может быть, будем проезжать. Если снегом не заметет лунки, по старым лункам пройдемся, может быть, что-нибудь да соберется. Завтра Ромка уедет. Урагана у меня не будет, так что буду рыбачить рядом с избой. Может быть, на лыжах пробью дорогу вниз через лес. Через большой завал. Посмотрим. Как говорится, будет день, будет пища. Опа-на! Открыто, блин! А скоро откроется, блин! Вот оно, то место. Мы не на том месте рыбачили. Оно похожее, но поймали же мы. Поймали. Вот оно место, видно. И тут вот рыбачили тоже. Блин, они все одинаковые, идеально, блин. Да? Вот видишь, такой же поворот точно, да? Похоже. Ну вот это оно. Вот это точно. Так что здесь 100% мы тоже попробуем. И что-нибудь, да, я думаю, поймаем. Ты давай разбуривай также старые. Ты говоришь, это 3-й раз, да, говоришь, вот это оно. Не-не-не, вот это точно оно. Ну, я-то думал то. Ну, то тоже ловило. Но здесь, видишь, они пробурили там, где надо. Они знают, видать, тоже это место. Ладно, посмотрим, что нам это место даст.
Ну вот и первенец на этом месте. Я Ромке только сказал, говорю, хоть одну рыбу, но все равно поймаем. И он сразу вытащил красавца Ромка. Есть первый. Хоть и обловлено это место, но, видать, уже успел подойти и собраться по новой. Так что выставляем удочки по периметру. И будем ждать поклевок, новых поклевок на новом месте. Мичаком. Зол мичаком. Золотоутка. Икристый красавец. Так. Ромка сказал, что у меня древние удочки. У тебя, говорит, куча новых удочек. Там не бурил еще, да? Все, пробурил. Все. А говорит, вот это, говорит, не выкидываешь, отремонтированное 100 раз, говорит. Я говорю, ну... Зачем выкидывать то, чем еще можно ловить? Ну, тут мелко. Здесь мелко. Но мелко это не значит, что еще здесь рыбы нет. Так, Ромка ушел, а то там поглубже, наверное, да, было? А нет, чуть-чуть поглубже. Поменял вторую лунку, да? На второй взял? Нет. Или на первой здесь и рыбачил? Так. Ну-ка пойдем чуть дальше туда вот поставим. Тут снегу больше, удочка держаться лучше будет. Ага. Как и там тоже приехали, сразу одного поймали и все. Но если будет как и там, что потом подойдут еще пяток, то это будет очень хорошо. Ладно, ловись, рыбка, малая и велика. Пошли дальше выставляться. Васек? Давай. У тебя не только Васек, вон. Вытащил сначала одного. Я говорю, ну, значит, здесь тайка. Подхожу к Ромке, только закидываю. Не успел камеру включить, уже бац. И у меня поклевка. Ну и Ромке потом Васек зацепился. Только хотел установить удочку, думаю, о, подожди, это что было? Еще поклевка, что ли, была? Что-то не... Нет, да, поклевка вроде. Какая-то интересная, странная поклевка. Странная. Так, что у нас там? Там у нас 4 удочки выставлены. Но пока молчат. Вся рыба здесь. Вся рыба. 2 хариуса поймали, вся рыба здесь. Ну и на том хорошо. Янскадан. Непонятно, у меня здесь кто-то тоже вроде бы ловился. Ты куда, Васька, в ту лунку отпустил? Да. Сюда? Да. Ну, вместо него бабушка должна прийти. Бабушка, 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 старушка. Бабушка, бабушка, килограмма на полторушка. А не тут-то было. Одна. Тогда мы идем к вам. Тут, наверное, мелко вроде, как мне помнится, было. Ну да, чуть помельче, ну нормально. Рыба пролезет. Там тоже пробурил? Да.
Здесь никого. Сначала по-быстрому проходим по лункам, потом более подробный разбор. Васильевна. Ваш. Тут ветерок немного задевает, видишь, как-то задувает сюда. Или усилился просто. Ну все. Начало было хорошее. 3 штуки на лед вытащили. Но думаю, это еще не все. Думаю, мы еще что-нибудь да увидим интересного. Ну, вроде и все. Дальше сидеть смысла нет. Минут 15 потеряли. Поймали с этого места 3 штук. Вот раз, два, 3. И все, поклевок больше нет. И Васька одного еще отпустили. И тишина, больше поклевок нет. Лунки здесь были. Видать, местного уже выловили здесь. Надо найти такое место, которое не обурено. Я так думаю, мы его найдем. Поехали дальше. Еще одно место приехали. Тут не обловлено. Немножко, конечно, все поменялось. Деревья попадали здесь. Вон дерево упало, вон дерево упало. Но место я помню. Здесь, на этом месте, мы ловили. И бывало довольно-таки неплохо. Так что будем пробовать. О, видали, да, лед какой? Больше метра. Мелко, да? Угу. Мелко. Ничего страшного. То, что мелко, ничего страшного. Рыба здесь есть. Так, только, наверное, вот возле этого берега, наверное, опасно, я так думаю. Ладно, много не делать не будем. Тут лунки 3 сделаю. И за деревом. Что-то возле дерева мне страшновато тут ходить, наверное, по-любому промыто. Пробурились. Вторую лунку. Первая поклевок не дала. Буквально на второй уже поклевка. Но походу мелкий. Походу мелкий, но хрен его знает. Бывает и крупный так теребить дергает. Ну что-то кто-то дергает, клюет, поклевывает. Сейчас мы посмотрим, если получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Ну, что, передумал, что ли? Посмотри на белый свет. Выйди, выйди, я тебя отпущу, все равно. Давай. Не хочет. Передумал. Шел. Хорошенький был. Блин, подвела удочка. Удочка сошла с орбиты и подвела. Хорошенький хариус клюнул на новом месте. Блин, или проткнуть ее насквозь вот так вот. Да не проткнется же ведь. Ладно, попробуем. Второй раз уже слетает. Сначала тюкнул так себе, нехотя. Вот на такую зеленую мормышечку у Василия Чупина. А потом зацепился, но удочка, кивок вылетел с лыстика, слабину почувствовал, а потом я взял за леску, и он сошел. Такой, ну,
Грамм на 700 точно был. Хариус есть на этом новом месте, это уже хорошо, уже радует. Может быть, еще клюнет. Но навряд ли, он не просто укололся, я его тащил уже. Это надо быть просто отчаянным, чтобы взял он второй раз. Ладно, успокоиться. Через время подойдем еще, может быть, где-нибудь возьмет на соседних лунках. Тоже сначала так нехотя тюк-тюк-тюк, потом бац. Один точно здесь есть хорошенький. У тебя были поклевки? Васек? Василек. Что говорит? Бабушку не позову. Да. А так толпа большая, нет, ничего не сказал. Бабушка здесь сидела, телевизор смотрела, такая упитанная бабушка. Но, видать, беззубая. И еще меньше. У меня больше не хочет. У меня, видать, беззубая бабушка была, сорвалась. Так, здесь чуть поглубже. Ну. Один, что ли, был? Лунок 20 буранул. Одного нашел. Сейчас пробежимся. В принципе, место неплохое, не обловленное. Я так думаю, что-нибудь да должны все равно поймать. Но не обязаны. Че, Ромка, поймал беглеца? Навряд ли. Это не 800 грамм. Поменьше? Ну, 700 тогда. Главное, выловил. Ну, нормальный же, середнячок. Значит, уже не зря здесь останавливались. Одного, но выудили. Что ты говоришь? Не 700. Ну, не 700, так 500. Какая разница? Все равно красавчик. Вон какой чернявенький. Синевой отдает. Вот этот и был. Я знаю его. Я запомнил его. Он просто сказал, я больше не буду ту мормышку брать, на которую брал. А на другой, видишь, повелся. На той же... Или на этой... А, на этой у меня был, да? Я не помню, или на этой, или на той. На этой вроде у меня ушел. Значит, переехал немножко выше. Я его тянул уже, он не укололся, он сорвался. Видел, у него губа была порвана. Че, он один, что ли, здесь был, бля? Не знаю, но пройти 20 лунок и не увидеть ни одной поклевки. Ну, два Васька же ты отпустил. А, ну да. Да я рад бы и 20 бурить до одного. Ну, нам вчера, каждый раз так не везет, как вчера повезло.
Это скорее исключение, чем правило. Это раньше, лет 20 назад так было здесь. Что можно было за день 2-3 раза на такое нарваться. Поймаешь килограмм 4, допустим. Ой, что-то сегодня вообще плохо, мало клевало. 8-10, 8, нормально. Я говорю, за день как-то 28 килограмм здесь поймал. Первый день, второй день 14, что ли. А третий день килограмма 4 только поймал, и все. Все хуже и хуже. Все равно мешочек почти вышел замороженным. Опять что-то тучи набежали, дождичек будет, наверное. Ладно, не хотят, как хотят. Поехали дальше. Может, еще место одно успеем пробуриться, проверить. И здесь, видать, один и был сторожевой. Воспитатель Ну да. того детского сада, которого я подпускал. Уже вода пошла на лед. Скоро будем по воде шлепать. Вон, буранка уже в воде. Здесь что-то набурили. Попробуем на этой ямке. Раньше бывало здесь поклевывало. Ямка такая, вот выход ямки, здесь сейчас попробуем. Попробуем здесь. Тут раньше на этой ямке ловилось. Тут ямка, вот здесь вот. Тут выход ямки. Так. Кто-то тут одну лунку только сделал и все старую, да? Опять дождик заморосил. Ой. Вчерашнюю норму, наверное, мы не поймаем. Че, как лед, нормальный? О, мост от берега до берега. Вот это был бы завал, да? Рухнуло здоровенное дерево. Где-то здесь я находил рога лосиные. Лося раскинул. Я нашел сначала один рог, потом второй. Там мелко. Здесь тоже бывает рыба. И довольно-таки неплохо. Как-то тоже целый день не ловилось. С Иваном Григорьевичем пришли под вечер здесь. Штук 7 таких добреньких поймали. Опачки. Что, дно? Да? Непонятно, что я добурил или я вроде добурил. Значит, дно. Не буранул хоть дно? Сел аккумулятор. Пока менял, Рома тут уже насверлил. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-ю лунку уже сверлит. Посмотрим, место не обловленное.
В принципе, здесь в прошлые года рыба бывала. Сейчас посмотрим, что на этот раз скажет. Долго не стоим. Для начала сейчас одной удочкой пробегу. Тем более снега здесь на льду уже нет. И ставить удочки как бы опасно. Если крупный хариус клюнет, может унести. С этой стороны еще лунки 3 сделай. Здесь снега почти вообще нет. Заметил, да? Чем выше поднимаемся по реке, тем больше воды на реке. Заметил? И меньше снега. Три недели назад здесь вообще все плавало, блин. Это уже хорошо, что съела, хоть лишняя вода ушла, блин. Верхний снег съела. Пока тишина. Глубина нормальная. Ладно, до первой поклевки. Сейчас выключусь, и будет поклевка. Я же говорю, только выключу камеру, и сразу будет поклевка. Вон. Смотрите, какой красавец. Янцкадан. Только выключил камеру, вон, и сразу ударил. Молодец. Молодец, хороший мой Янцкадан. Красавчик. Вот, не зря мы остановились на этом месте. Хорошенький такой, добренький Янцкадан. Ну-ка, повторение будет, нет? Ударил не сразу, значит, откуда-то он подошел. Я так думаю, от берега. Значит, ближе к берегу, потом, если что, еще буранемся. Да, 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 есть там еще, есть рыба. Есть рыба в этой луже. Есть рыба в этой луже. В этой луже рыба есть. Ну, давай еще. Ну, даже хоть и один. Если на каждом месте по одному ловите, то наскребем. Таких красавцев-то что? Можно и пробуриться. 10, я даже 20 готов лунок. Смотри-ка, а. Пока тишина. Ладно. Попробуем еще луночку. Он вытащил своего красавца. Рядом до этой лунки, считай, сколько, да, пробовали? No. И нифига, только перешел, и сразу поклевка. Это хорошо. А? Подошел откуда-то. Ну, так, давай попробуем ближе к берегу, тогда бурануться, пошугать их отсюда. Тут поставил 4 удочки. Сейчас здесь пробурюсь. Рыба уйдет туда и клюнет. Думаю, так. По-другому никак. Вот это лед. Вот это лед. Опачки. Красавчик. О, на нимфу взял. Тоже, да? У меня на каракатицу вот нимфа, которая красивая, она похожа-то на этого веснянку-то. На нее взял. Настоящую. Меняю батарейку. Что-то на этот раз она, вторая батарейка, второй аккумулятор поменьше набурил. Тут почти 100 лунок, а этот сдох где-то на 50 лунках, сдох аккумулятор. Меняю, Ромка говорит, у тебя удочка, говорит, крайняя идет ко дну. Ну и вот, Янцкадан. Каракатица сработала. Эта каракатица тоже вроде бы
Чупин Василий сделал, отправлял мне. Енскадан. Так. Родные 2 аккумулятора демаковских кончили уже за целый день. Ну и набурили где-то хренову тучу лунок. Теперь попробуем макитовскими аккумуляторами, которые от болгарки. Болгарочка. Сейчас посмотрим. Будут бурить, не будут. Вот побурился, может быть, не знаю, или совпадение, или как. Шуганул и пошли поклевки. В общем, надо бурить, выставлять и опять бурить, чтобы они... Не хочет. Макитовские, видать, послабже аккумуляторы. И опять там ничего не переключил хоть? На чем должно быть? На днерке. Не хочет макитовский аккумулятор. Зря таскаю. А? Я вообще не давлю. Ты чё? Все. А? Сел, но он не хочет. Я его дома заряжал. Сколько им аккумуляторы эти? Ну, что-то не хочет. 6 ампер-час, главное. Не хотят. Не хочет он лед бурить, говорит, сверлить, резать металл буду, а лед бурить не буду. Так что херня, а не аккумуляторы это. Не хочет у нас макитовский аккумулятор бурить. В общем, на 2 аккумуляторах, вот макитовских вот таких, пробурил 1,5 лунки только. Дома заряжал. Так что можно их не таскать с собой. Или им просто срок пришел, года 3 уже. Или не знаю что. В общем, достаем старинный ручной ледобур и вспоминаем молодость, так сказать. Бурили же раньше вручную и ничего, нормально. О, добуришь, нет? Добурил. Пока лежал, подзарядился, видать, ненадолго. Если еще максимум 1 луночку и все. Так, еще сюда вот сделаем одну. И все. Не будем мучить. Убираем. Пусть отдохнет в избе. Избушки заряжу аккумуляторы. Завтра мне хватит одному. Клевка, что ли? Васек, наверное, по-любому Васек. Ну. Оп. Да нет, не Васек. Нормальный, съедобный. О, напоследок. Уже где-то, наверное, минут 20, полчаса, наверное, не было поклевок. Я уже Роме говорю, давай сворачиваться. Поедем, может быть, по пути на пробуренных местах, где ловили днем. Там попробуем. Уже лунки готовые. Пройдемся, пробежимся. До темноты, может быть, успеем. Начали собираться, 1 удочку собрали, и вот поклевка. Ну, это точно, наверное, уже на пасашок. Так, что, сколько это? Всех собрал? Да. 4, а вон 5. 5 штук. Так, крайнюю-то забрал? Да. Ну, неплохо. На предпоследнем 1 была, да? Угу.
5 хорюзов. И еще отпустили, наверное, штучки 3, да? Ну что, 2 сковородки. Ну, место было не обловлено, но большим количеством тоже не отличилось. Не знаю. Ну и на том спасибо. Так, ну что, давай еще до конца лунок сбегаю, пока Ромка тут сейчас соберет удочки, сложит рыбу. И, наверное, пока светло, сразу подведем итоги, чтобы потом не с фонариком по темноте, пока что-то видно. Посмотрим. Ну, до вчерашнего вроде не дотянем, наверное, да? По весу точно нет. Поштучно. Ну, около того, наверное, примерно. Может быть. Но чуть-чуть, может быть, меньше. Ну, давай. Я скажу... Вчера сколько было? 26? Да. Ну, я скажу 23. Ты сколько скажешь? Помнишь, нет? Ты считаешь, хитрый, блин. Конечно, если помню это всех посчитать, ты, блин. Ты не считай, ты так скажи, блин. 27. Да ты 100. Давай, считай. Что, всю рыбу собрал? Да. Сейчас посмотрим, что нам сегодня удалось подергать. Ну, не пусто, сейчас я удочку закину. А вдруг еще что-нибудь. Так вот. Надеюсь, не утащит. Ну, нормально, что. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И 21 вот такой вот ёрш. Самое главное, это утром. А? Еще же я утром поймал. Желаю до сих пор. А, малек-то. Вот. 20 хорюзов, 1 ёрш и 1 гальянчик. А я сказал 23, да? Да. До вчерашнего 6 штук не дотянули еще. Я говорю, пакет меньше мне как показался. А так прикидываешь, там 5, тут 3, я думаю. А надо на 1 больше сказать. Ну, нормально. И самый крупный вот он, да, вроде бы. Вчера покрупнее были, да? Ну и на том хорошо. Еще не вечер, на обратном пути. Сейчас попробуем еще. Может быть, остановимся. В общем, до темноты будем пробовать. Лунки пробурены. Новые места уже не поедем, потому что вручную буриться уже времени нет. Осталось где-то минут 15-20 до полной темноты. Так что все, разворачиваемся, едем в сторону избы. Надо собираться, Ромка сегодня уезжать еще. И на том спасибо, река. Огромное тебе спасибо. Янцикадан. Вечерний клев не для этой речки. В общем, на обратном пути проверили еще 2 места. Вот здесь вот мы днем половили. Прошлись по лункам, там еще дальше. В общем, ни одной поклевки. И на том спасибо. Половили и будя. Поехали. Поехали в избу. Надо еще подготовиться. Ну что готовиться, Рома? Заберет рыбу. Что там? Банки, склянки, то что это. И поедет. Отработает завтра день. И завтра вечером будем ждать. Погнали. Хватит на сегодня. Роман. Да? Тормоз. И я того же не. Поехали. Поедем, красотка, кататься. Ну, ураганушка, вперед из песней.